Добрый день, дорогие телезрители. 2026 год объявлен годом лошади, и сегодня мы находимся в такой необычной локации, а именно в конном клубе. Сегодня мы познакомимся с этой сферой поближе и с хозяйкой этого клуба Анастасией Топчик. Анастасия, пожалуйста, познакомьте нас с этим красавцем. Так, ну, его зовут Золото Маккены. Ух ты, Вот. имя Но, такое. как бы его кличка поддерживает название нашего клуба, конно-спортивный клуб «Золотая подкова». Он у нас практически халтыкенис, немножко с примесью английской крови. Вот, очень такой красивый, тактильный конь. Ага, его все любят. И все клиенты в основном сюда как на мед, на этот денег летят. Любимец, да? Да. А сколько лет? Ну, довольно молодой, ему 5 лет, 6-й год идет. Вот такой окрас называется буланый. И вот это вот его великолепный золотистый блеск на шерсти, это присуще как раз таки халтыкинской породе. Породистая. Да, это он называется, вот масть его правильно называется не буланый, а золотисто-буланый. Так вот, у халтыкинцев же есть тоже гнедые лошади, рыжие, но, как правило, идут золотистые, вот с таким волшебным золотым блеском. Ну, здесь у меня стоит старейшина нашего клуба, мой любимчик, русский рысак, звездопад собственной персоны. Вот. В этом справляется с сеном, старается. Еще и работаем. Ему этой весной исполнилось 30 лет. В нашем клубе также есть пони для маленьких деток шетлинской породы. Кроме вот таких вот красавцев и халтыкинцев, буденовская порода есть, русский рысак, вот звездопад у нас стоит в вороной масти. Есть орловские рысаки, есть улучшенные якутские сенчера. То есть здесь можно разгуляться по породам. Можно. А вы прям отбирали, да, вот такие породы? Нет, это как бы, ну, полутяжики, допустим, рысаки, это где-то, может, и был какой-то отбор. А так, в общем-то, вот нравится лошадка, покупаем. Сердцем как-то выбираешь лошадь, а не то, что специально там выбираешь как-то. Ну, конечно же, для клуба прежде всего у нас в планах стояло, чтобы должна была быть рабочая лошадь, которая возит карету, это рафинат. Он сегодня, он, кстати, полутяж, порода это орловец, смешанный с тяжеловозом. Клуб у нас также участвовал в скачках, принимал участие. Пони наши, вот пони для деток шетлинской породы тоже принимали участие в скачках. И, конечно же, должны быть спортивные лошади. У нас есть спортивная группа для наших детей-волонтеров. То есть мы еще занимаемся, кроме просто вот обучения, да, детей-клиентов, мы еще занимаемся конкуром. То есть готовим детей. Конкур – это преодоление препятствий. Да. Мы обучаем детей, готовим к соревнованиям. Также там есть и выездка, затрагиваем элементы выездки, пока что несложные. Но дети обучаются, им нравится. Некоторые прямо к выездке тянутся, некоторые к конкуру. Также еще есть дисциплина вольтежировка. Вот, кстати, у нас вот Золото Маккена очень подходит для этой дисциплины. Да, да, малыш, да, очень подходит. И он очень ласковый. Очень ласковый. Видно то, что вообще... Да, очень тактильный. Связь такая у вас. Ну, эта связь, ну, непростая, ей уже 20 лет, грубо говоря, да? Ну, конечно, потому что лошадь каждый день видит, она чувствует человека, очень хорошо чувствует. Приходишь же ее, чистишь, кормишь, и контакты с ней разные, там, обучаешь ее. Лошадь от нас видит, да, добро, доброе отношение, ласку. Конечно, они привыкают и узнают сразу. Когда я захожу, тут все сразу высовываются и ждут, когда им все раздадут лакомство, да? В нашем клубе содержится 5 пони. Вот они шетлинской породы, привозные. Ну, уже сами разводим. Вот, допустим, эта Фенечка, наша одна из первых поняшек, с Уссурийска привозили. Вот. Это ее дочка, принцесса Фелиса. Вот мы их уже разделили, так как она уже, в мае ей будет годик, и уже нужно привыкать к самостоятельности. Дети вот очень активно ходят к ним, любят и занимаются в детишки на маленьких пони. Клубу нашему уже более 20 лет. В этом году мы будем праздновать 22-й свой день рождения. Вот, в Якутске, значит, мы с 2007 года приехали. Вот, приехали составом 7 лошадей, сейчас у нас уже 30 лошадей. То есть мы растем. Наш клуб начинал с чего? Наш клуб начинал с иппотерапии, лечебная верховая езда. Мы одни из первых организовались в Якутске, вообще в Республике Саха-Якутия, как конный спортивный клуб. И
самый, в принципе, большой клуб. У нас самый большой состав лошадей. Вот у нас, значит, открылся в прошлом году манеж, он большой, сейчас мы вам покажем, да, где дети занимаются, что очень хорошо для районов Крайнего Севера. Вот. Когда на улице минус 50, скажем, нам это не страшно. Также, когда на улице дождь, нам тоже это не страшно. И теперь мы можем без всяких перерывов и срывов готовиться к соревнованиям. Да, да, то есть на нас это уже внесезонка не влияет. Клиенты могут всегда прийти и пофотографироваться, и позаниматься. Также ипотерапия идет бесперебойно, то есть мы уже не прерываем наше лечение. Когда я начинала, так скажем, это была уже давно созревшаяся моя идея и мечта, и которая вот воплотилась в жизнь. Конечно, были опасения, были переживания, но желание и любовь к этому делу, оно, конечно, помогало, и мы все время... Главное идти вперед, главное верить. И все у нас получилось. Иногда я даже сама себе удивляюсь. Как так? Вот не было ни одной лошади. А сейчас их целых 30. Потому что очень хотела. Наверное, самое главное – это все-таки мечтать, не предавать свою мечту. И обязательно человек должен иметь цель в жизни, идти к своей цели. И я с 5 лет увлечена лошадьми. Вот. В 5 лет я уже, так скажем, скакала галопом. И очень любила, как и все девочки, вот почему-то многие девочки, в основном большой процент девочек любят лошадей с детства. Все родители приходят и говорят, вот у нашего ребенка одни игрушки, лошадки, рисунки, лошадки, и у меня было то же самое. И когда я выросла, окончила школу и уже занималась какой-то работой, да, завела уже семью, и у меня и работа была, коммерция своя, и все это прочее, и я никогда не выпускала из головы эту мысль, что я хочу свой конно-спортивный клуб. У нас, значит, лошадки есть как рабочие, да, так и спортивные. Мы, кроме спортивных тренировок, мы оказываем конные прогулки населению, проводим фотосессии. То есть всегда прислушиваемся к желанию клиентов. То есть это якутская, пожалуйста, у нас есть якутская лошадка, породистую, пожалуйста, вот есть породистая лошадка. То есть кто-то хочет якутскую, да, ну вот в это Ну да, национальных, действительно, да. кто-то боится высоких лошадей. У нас конечно. очень такие хорошенькие якутский конь, у нас 2 лошадки якутских, вот, они нас в такие моменты выручают. А это чистокровный английский. Он у нас, вот такая порода, она для скачек используется, да. Он у нас также хорошо работает с новичками, то есть у него очень такой уравновешенный характер. И вот на нем дети занимаются, спортивная группа. Готовим его к конкуру. Одни соревнования он уже прошел. Да, Магнус? Красавчик Магнус. Какое вот условие они требуют? Так, ну, Пребывания? Про конюшню. лошади, породистые лошади, да, они, конечно же, должны содержаться в теплом помещении. В теплом помещении у них 3-разовое кормление, то есть они утром получают кашу, специальную там с различными добавками, соответственно, нагрузки мы распределяем, допустим, лошадь рабочая, прибавляются концентраты, если лошадь в покое стоит, не работает, убавляются концентраты, также витамины, смотря от того, чем лошадь занимается. Ну и ухаживаем, конечно же, бережем ножки, ухаживаем за лошадью в целом, чтобы он достойно выступил. А вот вы сказали, у вас и такие вот породистые, и якутские, и поняшки. А отличие и в их воспитании, дрессировании какое-то есть? Конечно же, лошадь, если у нас, допустим, идут те же соревнования, да, уже идет другой график. Если лошадь обслуживает прогулки, у нее другая уже подготовка. То есть лошадь уже больше как бы на выгуле, ей дается больше концентратов. А если ты готовишься к какому-то выступлению, допустим, такие как Новый год, мы проводим показательные выступления, сценки различные ставим. Мы лошадей даже готовим к трюкам, к различным. Вот девочки так учат их и просить, и здороваться. То есть это, конечно же, лакомство используется, какие-то трюковые моменты, чтобы научить лошадь. Сначала с ней работаешь в руках, а потом уже садишься в седло. То есть это тот же испанский шаг, это тот же поклон. Особо радикального различия в подготовке как бы нет. То есть здесь идет разница в кормах, в кормовой нагрузке, так скажем. У якутской и у породистой? Да, конечно. Но все зависит от того, какую работу лошадь выполняет. Вот сзади у нас корма стоят, получается, да? Да. А сколько вот в месяц уходит, там, в неделю, вот как-то посчитать? Ну, если? у нас в день уходит 2 мешка овса, потом различные добавки. Это кукуруза, это мюсли, это всякие жомы, да, свекловичный жом, допустим, подсолнухи.
костная мука, то есть это еще где-то отдельно добавляем. Есть которые кобылы, допустим, лактации, то есть кормят жеребят, да, или кобыла жеребая. Здесь уже другой подход. То есть кормами решается все. Корма регулирует, да, лошадь, ее состояние, ее активность, ее готовность к работе, так скажем. Если же, конечно, мы готовимся к каким-то выступлениям, то есть бывают там какие-то шествия, парады нас предлагают, да, или тот же эсэх, мы заранее их приучаем. Музыка, флажки, шумы, то есть это уже другая подготовка. Но вообще к шумам, конечно, надо лошадь привыкать, потому что они стоят в конюшне в тишине, они как бы здесь в своем мирке, Да, и когда и выходят людей только куда-то, одних и и тех же. шумы, вот эти все машины, их, конечно же, пугают и раздражают. Ну, по природе своей, конечно же, лошадь должна так и содержаться, она в тишине должна находиться. И, в общем-то, асфальт и все эти машины – это не ее стихия. Да вот просит он, сейчас дам тебе. Магнус, сейчас Давайте, дам. давайте. Дочь. Да. Вон, видишь, вкусняшка. А все лошади, вот, ну, легко с ними работать? Вообще со всеми лошадьми? Ну, характер разный, конечно. Какие-то легко дрессуре поддаются, какие-то нет. Но тут еще и выбираем. И от породы тоже зависит. Какая-то лошадь, допустим, способна на те же, по команде, на ту же свечку встать, да, на те же дыбы, поклон там выполнить или какие-то войсковые элементы, а какая-то нет. Ну, с лошадьми нужно работать. Работа и, конечно же, постоянные Ежедневная, тренировки, они все равно постоянная. дают свой результат. Все равно дают. С каждой лошади все равно можно найти подход. Ну вот у меня прям ощущение, ну всегда вот получается было ощущение, то, что не каждый может вообще работать в этой сфере. Как вы думаете, кто может работать в этой сфере и вообще начать дело в этой сфере? Ну, прежде всего, конечно, это любовь. Сначала Безусловно, нужно любовь. любить лошадь, да, и иметь огромное желание с ней общаться. И когда ты любишь лошадь и имеешь это желание, то все получается. Потому что лошади, они очень чувствуют настроение человека, характер человека. Допустим, если человек сам по себе светлый, и лошадь себя с ним вообще хорошо ведет. Удивительные создания. Да. Дочка, а иногда вот эти токсичные люди, они успокаиваются, и их токсичность переходит в позитивный лад. Понятно. Вот мы, это получается, седлаем, да, лошадь? Да. Получается, у вас тут несколько работников, ребят находится. Расскажите об этом немножко. Ну, у нас в клубе где-то около 20 волонтеров. Вот. Но сейчас как бы школьный период времени, когда каникулы, конечно, здесь полная конюшня. А работников основных у нас 3 человека в основном. 3 человека, этого вполне хватает благодаря нашим волонтерам, благодаря нашим помощникам. В основном дети находят нас сами. Поверьте, не приходится даже объявление давать. В день я получаю часто звонки очень, пишут девочки, просятся, а можно я приду, я очень люблю, я буду стараться. Ну и вот так, через вот такие моменты мы их принимаем. Ну, сначала, конечно же, я говорю, девочки, давайте вы обучитесь, у нас есть группа «Умный всадник», и потом мы их с удовольствием принимаем сюда. Они здесь, кроме того, что они помогают нам на конюшне, они начинают заниматься более серьезной верховой ездой, также обслуживают прогулки и имеют возможность здесь даже заработать. Вот с в летний прогулок период получается. времени, да. Они получают с обслуживанием фотосессий, с обслуживанием прогулки, свои честно заработанные проценты. Вот в этот момент они очень счастливы, конечно. А получается, вот как распределяется работа? Сколько прогулок в день? Сколько... Но я стараюсь, чтобы в день было не более 3-4 прогулок. Либо делаю смену, отправляю свежих лошадок туда, да, и также детей. Вот, либо просто переносим на другой день. То есть мы нагрузку все равно контролируем. А вообще лошадь в день, по идее, не должна работать более 4 часов. Ждали тепла, вот скоро будем здесь красоту наводить. Вот. Освещение уже сделали, сейчас будем стеночки красивые делать, песочек сюда завезем. Ну, для манеж, конечно, много труда было вложено. Это же, ну, здание как бы да, старое, и пришлось очень много реставрировать, чего-то делать. Да. Сюда было завезено 6 машин песка. Сейчас еще будем сверху опилочки ложить.
Ну и облагораживать, конечно же. Ну и свет прежде всего. Свет, конечно, в манеже должен быть ярким. Вот, будем девочкам наводить красоту. На стенах будут наши лошадки, наши эмблемки. Вот. Все по красоте. Да, манеж очень большой, удобный, зимой тепло. Но лошадям, кстати, нельзя в конюшне слишком большую жару. Где-то градусов 18 есть тепла. А в летнее время? Но в летнее время, кстати, здание очень хорошо держит Такую прохладу, да, прохладу. прохладу. И здесь очень, ну, вот чувствуете, наверное? Да, здесь, да. Если будет там 40 градусов, у нас здесь будет прохладно. Ух ты. Очень хорошо, да. Это для них получается приятно, ну, Да, оптимальная приятная да, для них температура очень будет. комфортно. Лошадки, они вообще очень любят, когда у них есть денег, есть свой дом. И даже вот предлагаешь им свободный выпас. Есть такие лошади, которых мы можем выпустить свободно. Они там могут бегать и вернуться сами. О, Но только солнышко припекло, один комарик укусил, все, бегом в денник, потому что для лошади денник это как бы защита, это ее дом. А вот они лошадь, уже где так содержится лошадь, обучены, уже так, ну да, они каждый знает, где у кого какой денник. Когда заходят с прогулки, они сразу по своим местам сами встают. То есть лошади очень умные создания. содержать лошадь это очень затратное и такое, Ну как да, это не сказать, дешевое ответственное, удовольствие да. содержать лошадку. Ну, потому даже что если конюшню, манеж вот это вот даже взять. это мало того, что содержать конюшню, нужно содержать лошадей. Да, вот еще. Нужно содержать лошадей, обеспечить быт спортсменов, волонтеров, то есть чтобы у них было и кофе, и покушать что-то, да. Это все мы тоже делаем. Ну, лошади, конечно же, поедают большое количество кормов, которые в наше время не дешевые. В день-два То есть, корма, да? Ну да, в Якутске, конечно, здесь как бы конникам тяжеловато. Если взять какие-то центральные регионы России, там легче, там корма подешевле, клиентов побольше, а у нас наоборот. Ну и температура, Да. погода. И температура, да. Так что мы здесь в экстремальных условиях на севере. А насколько вот получается выгодна эта сфера? Ну, на самом деле, это чисто на энтузиазме держится. Особой выгоды вы здесь не получите. Тут вот заработали на корма, заработали на амуницию, и хорошо. Если, конечно же, какие-то иметь клубу субсидии, там помощь от города или республики, да, то, конечно же, здесь будет гораздо легче. Поэтому мы, ну, гранты какие-то, да, вот мы стараемся тоже смотреть, какие гранты где идут, что можно где-то, допустим, на каких-то субсидиях заработать. Это очень помогает. Вот сейчас вот туризм развивается у нас в городе, да? Я к своей деятельности добавила туризм, и у нас идет такая помощь от республики, вот в раздел туризма, да, там выдается, если, ну, нужно поработать не менее 3 месяцев. Человеку дается 300 тысяч, как, ну, как да, единоразово, как на что-то там помощь, допустим, приобрести амуницию. Но, конечно же, это должно быть связано с твоей программой, с туристической. Как соцконтракт получается. Да, допустим, оборудовать тропу, одеть своих лошадок, там, одеть туристов. Вот что-то такие статьи, Приобрести связанные с какую-то туризмом. Да. амуницию, да, вот. Вот очень хорошая такая статья. Действительно. Это очень помогло, наверное, да? Конечно, очень. Действительно. Но, а тогда получается, вот еще и сезонная, да, вот получается. Да, работа это у нас дело? сезонная, Вот. поэтому мы стараемся летом как можно больше взять, чтобы зимой мы могли не бедствовать. Вот. Ну и, конечно же, манеж. Вот манеж очень поддерживает зимнее время. А вот сезон как раз сейчас вот начинается, да? Вот Да, сезон, с можно апреля. сказать, уже начался, да. Ага. Уже как у нас только в республике стаивает снег, все, клиенты, люди очень соскучиваются, да, по лошадям, по природе, и все, и начинается такой вот уже приятный актив. А прям поток Все, да, идет, интерес есть, да? Ну, особенно на праздники, да, на выходные люди с большим удовольствием заказывают конные прогулки, туры там какие-то организовываем, фотосессии интересные проводим. А вот какая услуга самая такая? Прогулки. Это вообще, да. Это такой топчик. Ага. А прогулки у вас примерно маршрут? Ну, у нас в окрестностях Мархи мы проводим, у нас разные локации на самом деле. Мы очень гибко в этом плане поступаем, работаем. У нас локации идут, кому нужна равнина, допустим, люди, не обладающие большим опытом, это значит поля, рощицы. Если люди уже такие искушенные, то это значит идут горы,
и тут горы. Также можем организовать тур хоть до Усть-Хатыни, да. Вот у нас на горе очень прекрасная природа, и те люди, которые умеют хорошо ездить, частенько туда заказывают поездки. Вот. Понятно. А сопровождают, получается, волонтеры? Сопровождают как раз, да? опытные инструктора, это вот как раз-таки, которых мы взращиваем из волонтеров. На это лето я планирую летний, вот дневной лагерь для деток, чтобы они могли прийти, поработать, покататься, Это необычно. вот, чему-то научиться, встречи с интересными людьми, преподавать им уроки, значит, вольтежировки, это как вот акробатика на лошади, да, сродни этому, ну, чтобы понятно было обывателю. И также будет лонжировка, то есть это у нас же все-таки казачек, у нас спортивный клуб, это вот с саблями такие вот красивые действия, да, когда вот сабли крутят очень так эффектно. Вот Еще с одеждой, у нас, с да, папахой, у нас, значит, договоренность, будут приходить казаки и детей учить. Виктория чистокровная верховая лошадь. Смотрите, какой у него шикарный сбор. Оля, ручки чуть-чуть вперед и пониже. Конечно. Потихонечку рабочей рысью. Так. Вот это у меня идет София. Она с младшей группы на германике. Германика, она первое поколение чистокровная верховая лошадь. А вот Магнус чистокровный полностью. Здесь я занимаюсь с 9 лет. Начала ходить сюда, занималась на пони. С возрастом перешла на больших лошадей. Прихожу после школы каждый день и занимаюсь. Тренировки проходят активно и на постоянной основе. Я участвовала в соревнованиях по конкуру и откатывала манежку. И у меня были показательные выступления на пони на дружке. В первую очередь не надо бояться их. Они хоть и большие, но они миленькие, маленькие создания такие. Они все очень добрые. Надо просто найти подход к лошади и все. Я занимаюсь в этом конно-спортивном клубе 2 года почти уже. Что тебе тут нравится самое? Лошади, езда, тренера хорошие у нас. Я уже умею ездить галопом, рысью, прыгаю. Опа. Вот. Вам идет. Так, ну давайте сейчас сгромоздимся на вот эту лошадку. Ее зовут Германика. Дай-ка. Вот. Она у нас вороной масти, чистокровная верховая порода первого поколения. Ножку ставьте, ручку соберите. Вот так вот, ага. И за гриву беритесь. Вот так. Отяжеляй, Софа. Вот так, молодец. Так, теперь мы вот это убавим. Ух ты! Все, сидим. Пяточка вниз. Вот так, ага. Ножку не выставляем, прижали к лошадке. Все, Софочка, пройдись немножко с ней. Ручки опустите, опустите ручки. Вот так. Это очень классно. Она очень мягкая. И прям чувствуешь вместе с ней, вот как ты идешь. Сама верховая езда, ну, нагрузка там на все мышцы и все это прочее, не сравнится никакой фитнес-клуб. Равномерно все мышцы работают, и равномерная нагрузка идет. Что для детей вот немаловажно, суставы не перегружаются. У нас тут, допустим, в седалище собрано около 100 нервных окончаний. И они все вот задействованы, и в процессе движения в мозг человеку поступают сигналы. А мозг уже в свое время дает сигналу на те участки организма, которые у нас плохо работают. Кстати, по-женски очень полезно. Классно. Вообще удивительное создание. Ага. Это Приходишь очень туда, классно. забывается все. И, кстати, если что-то не получается по делам, по работе, в жизни, на лошади поездил верхом, как-то решается все само собой волшебным образом. Обучаем людей абсолютно с нуля. И также с профи работаем, то есть работаем со всадниками любого уровня. Так, детей принимаем с 4 лет. У нас дети с 4 лет уже обучаются на пони. Детки, которые младше, это уже иппотерапия. То есть верхом на лошади, без седла. Маленьких деток, если боятся высоты, на пони работаем. Все Так, предусмотрено. Да, всё, также у нас есть вольтежировка. Это вот подойдет очень тем девочкам, мальчикам, которые любят акробатику. То есть на лошади очень красиво это будет смотреться выступление, если кто знает, что такое вольтежировка.
Ну и в основном, конечно же, сейчас дети больше тянутся к конкуру и выездке, что мы сейчас вот и преподаем активно. Так, и между клиентами тоже. То есть я клиентам всегда предлагаю, чтобы была какая-то мотивация. Анастасия, и вот уже в завершении нашей передачи, что вы хотели бы пожелать нашим телезрителям, которые, ну, может быть, думают открыть дело в этой сфере? Ну, прежде чем я бы посоветовала, что если вы вот решили связать свою жизнь с лошадьми, что-то начать с ними какую-то работу, либо это туризм, прогулки, да, либо это обучение, конечно же, прежде всего нужно грамотно подготовиться, либо иметь таких специалистов под рукой, которые вам всегда помогут. И со здоровьем лошади, и с объездкой. И, конечно же, прежде всего нужен свой участок, нужна земля, нужна конюшня. Спасибо большое вам, Анастасия, за сегодняшнее времяпрепровождение. Мне доставило это огромное удовольствие. Видно, что вы любите свое дело, и поэтому оно, вот, получается, доросло до такого большого дела. И для телезрителей, конечно, хочется сказать то, что вот любовь к таким удивительным созданиям тоже может быть делом. И если вы готовы к этому, то, пожалуйста, и вы можете вот открыть свое дело именно в этой сфере с удивительными животными. Тем более в год лошади. Тем более в год лошади. Это очень знаю. Да. Кстати, в год лошади каждый обязательно должен прокатиться на лошади. Это обязательно Да. выполнено. На этом наша передача подходит к концу. Будьте вместе с нами. До новых встреч!